Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня 2 августа. Илин день. По традиции уже в этот день мы снимаем пробу первого урожая картошки. Но, друзья, смотрите, вот этот, здесь у нас идеал, да, и картошка цветет еще. Цветет. Обычно уже такого нету, что в один день картошка цела. Маша, привет! Маша взяла вилу, миску для картофеля. Сейчас я немножко поснимаю, друзья. Какой же предварительный урожай. Это только предварительный момент такой. Еще картошка расти месяц. Ну что, друзья, пробуем, что там получится. Мы не будем выборочно, как говорится, руками там отдельный картофель не вытаскивать, а полностью лунку. Посмотрим там, сколько, например, лунка картошек в одной лунке. Это предварительно все будет. Так. Барсик еще там шастает. Ну, если учитывать, что картошка расти месяц, довольно так и нормальное. И количество в лунке тоже нормальное. Вот этот сорт, который Усть-Куломский у нас называется. Да. Думаю, урожай картошки не подведет в этом году. Сухая ломка, да? Ну, дождей уже давно не было. Сейчас сухо. Сколько примерно картофеля в одной лунке? Так, ну-ка посчитаем, сколько картофелин в одной лунке. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И там еще мелкие пару штук. 9 штук в одной лунке. Ну, средненький такой. Ну и размеры нормальные. Сейчас еще вторая лумочка такая. Но здесь уже поменьше. Здесь вообще мелкие, да. Видите, еще картошка не созрела. Она... Ну да, ботва-то хорошенькая, но... Ну, картошка, этой картошка расти еще и расти. Сейчас посмотрим еще другой сорт картошки, тоже в другом месте. Проба такая. Вот. Пойдем в другое место, Маша, потом, да? Угу. Пойдем в другое место и там тоже. Отошли в другое место. Там сейчас... Это здесь сорт у нас идеал картошка. Идеал. Сейчас Маша покажет. Но я вот далеко нахожусь, правда. Как там? Тоже мелкая, да, еще? Да. Мелкая еще картошка. Вот такая красная картошка. Но потом поближе, когда будет Маша мыть, поснимаю. Поближе. Тоже мелковатая еще. Но не забывайте, друзья, картошка еще цветет. И еще расти. Будь здоров. Холодные ночи, темные наступят. И вот тогда картошка уже будет, ботва сойдет, высохнет. И вот тогда будет клубни расти усиленным темпом. Урожай будет. Это уже однозначно, уже мы увидели, что в луночке картофелин немало. Так, еще здесь проверим. Я лучше потом картошку покажу, какая она есть, потому что далеко нахожусь. И ничего не видно там.
Тоже примерно 9 штук, наверное, луночки. Это уже, Ну-ка. можно сказать, хорошая картошка. Ну, Она неплохая. сейчас потом вырастет. За сейчас еще очень много вырастет. Покажи ну-ка на ладони, Маша. А, это мелкая. Это мелкая уже. Угу. Картошка. Да. Вот, смотрите. Предварительный итог. В этом году, друзья, рябины у нас много. Видите, висят уже полузрелые, уже красненькие такие. Вон, смотрите, гроздья какие. И если, судя по рябине, по народной примете, то зима может быть холодная. Вот. Рябинушка в этом году дала хороший урожай. Значит, охотникам будет приманка на рябчиков. И, значит, и рябчики будут тоже кушать эту рябину. Потому что когда нету рябины, значит, и на приманке где-то в каких-то местах, вот, например, есть в горы, ну, южнее, например, есть рябина, а у нас, например, нету. И такие годы тоже рябчик не ловится на рябину. Он вот как-то он привык, что есть, то и кушает. А здесь у нас что? Здесь у нас кабачки. Уже плоды есть тоже, уже завязались и еще такое. Лук, морковка еще догнала. Укроп там он перезрел, и надо уже укроп убрать. Дальше кукуруза догоняет и спешит дать початки, но не знаю, успеет, нет. Если, конечно, такая погода будет, успеет еще. Может еще успеть. Чтобы август теплый был. Вот. Ну а там дальше помидоры, клубника отцвела уже. Помидоры и все такое. Туда уже не буду сегодня ездить. Сейчас Маша быстренько почистит эту картошку. Ну как почистит? Прополоскаем и немножко ножиком гырс-гырс делаем и все. Да, а что, как по-русски это? Поскребаем, что ли? Некоторые вообще не убирают, даже не скребут. Вот у нас молодую картошку никогда вместе с кожурой всегда кушали. А потом, как с Машей вместе стали жить, она все время так чистит. Ножичком так раз-раз. У нас мама так делает. И мне так, действительно, Маша, мне так больше понравилось. Так вкуснее. Угу. А Тоже как бы кожура остается все равно, да. Варишь, отшелушивается, все равно кожура видит. Да. Ну и картошка, собственно говоря, неплохая. Вот, смотрите, какие картофелины. Вон в миске какие картофелины. Не маленькие, нормальная такая картошка. Вот. Грыч пойдешь, но позже. После здесь. Ну это же будет еще, а после это мелкая, это она самая вкусная. Но это всего лишь предварительный. Картошка расти. А по минимальному сроку это месяц расти еще, а так среднее еще 1,5 месяца. До 15 сентября иногда у нас затягивается. А раньше и вообще под конец сентября картошку убирали. Ну, в последнее время... Да, надо, чтобы картошка побыла в холодной земле, чтобы ночи были холодные, темные, и тогда вот эта кожица у картошки, она становится более такая толстой, более грубой, и можно хранить. Эта картошка потом хранится очень долго и хорошо. Вот. Видите, она как сейчас просто скрабливаешь и все. Ну, можно и вообще не чистить. Просто прополоснул и все. Вот такая картошечка молодая у нас сегодня
Операция картошка молодая. Как вкусно будет. О, сейчас Маша это быстренько приготовит, так мы еще будем обедать с этой картошкой, с этой вкусняшкой. Ну, кисточку я могу. Проволочники даже попадаются, говорит Мария, хотя мы не с этого участка взяли, здесь обычно проволочники. Уже, значит, перебирается на вот большой участок. Ну, Маша почти уже закончила. Смотрите, такая мисочка, мисочка тазик. Мисочка тазик. И сейчас уже будет окончательно пробовать и в кастрюлю, и потом уже домой зайдем. На улице уже печку жара, да тоже не будем топить. Уже как-нибудь на веранде там сварим эту картошку. Вот красная картошка, друзья, это идеал. Это идеал такой. Но мы его потихоньку убираем. Чисто вот этот идеал сейчас кушают мама с папой. Больше, наверное, никому уже и не нравится этот идеал. Разваривается. Да, идеал такой, он крахмалистый, перебор крахмалистый. Дальше, что еще? Он выродился, как сорт он выродился. Появились у него свои болезни, которые, ну, уже все портят этот сорт. Урожайность намного снизилась. Как такого чистого сорта идеала уже нету, потому что они там, когда цветут, опыляются, смешиваются, и сорт выродился. И вот мы переключились на другой сорт. С соседнего района привезли, не знаю даже как название, привезли с района Усть-Куломский, и мы так и называем сорт Усть-Куломский. Вот так. Все, кастрюля готова, наполняем водой и заходим в дом. Пошла ставить картошку. Что у нас? У Машеньки уже все готово, друзья. Картошечка. Сейчас будем обедать. Пар идет такой, горячая картошка. Сейчас переложим наши картошечки. Тарелочку такую. Пар идет, наверное. Видите, как пар идет? Горячая картошка. Молодая картошка, это ни с чем не сравнимо. Салатик там Маша приготовила. С огурчиками, с помидорчиками. Больше ничего не надо. Щель там или сало, или ничего. Я хочу просто насладиться вкусом молодой картошки с маслом и с укропом. Все будет прелестно. Сейчас укропчиком. Укропчик. Посыпаю укропчик. Вот. Все шикарно. Ну, вот такой у нас обед будет. Видите? Картошка с маслом, молодая картошка. Салатик, помидоры, огурцы. Огурцы свои, помидоры. Помидоры свои или нет? Нет. Помидоры не свои. Ну там у нас есть помидоры, очень много помидоров сейчас, но они не краснеют почему-то. Зеленые, еще. да. И вот огурчики свои. Вот так. Урожай 20-23 картофеля. Как она надоела, старая картошка уже, да? Что молодая картошка, прям даже хлебушка не надо. Ничего не надо мне. Вот это замечательно. Просто замечательно. Очень. Очень вкусно. Там снизу, да, масло. Вообще. Вот такая традиция, друзья, у нас. 2 августа, в Ильин день, всегда пробовать молодую картошку. Сколько бы ни прошло времени
К примеру, мы уже с Машей живем 30 лет. Вот. И каждый год, в один день, кушаем такую вкусняшку. Молодую картошку. И предварительно делаем вывод, какой будет урожай. А урожай будет неплохой в этом году, я вам скажу. Ну, не чтобы аж что, аж много очень. Но будет хороший урожай. Картошка, луночки, много картофелин. Идеал там немножко подводит, конечно, но нормально. Вообще. Вкусно. Я прям как раз самые мелкие выбираю и прямо шлюм столько. Вообще. У нас в этом году 30 лет совместной жизни. Очень много времени уже вместе. Все наши молекулы уже перемешались. Муж и жена, говорится, как одна. Муж и жена, одна сатана за столько лет времени. Все привычки уже от друга знаем. Все и хорошее, и может быть даже и отрицательное тоже немножко взяли друг у друга. Вот. Но ничего, все хорошо, живем дальше. Вот так. Ну, а на этом наше видео заканчиваем. И я хотел бы поздравить всех православных в этот день, потому что православный праздник, день Ильи Пророка Святого. Всех православных поздравляю с этим днем. Еще поздравляю наших десантников доблестных. Тоже поздравляю с этим праздником. День десантника. Сегодня 2 августа. И еще, ну что сказать. Всем добра, мира и любви. Вот так. Живите хорошо. Встречайте каждый день добрые рассветы. А мы живем дальше. И нас ждут новые времена, новые обязательства и в новом статусе, о чем мы позднее расскажем. Вот так. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.